Сражение на реке Валерик произошло 11 июля 1840 года между царским отрядом генерала-лейтенанта Голофеева и чеченским отрядом под командованием Наиба Ахберды Мухаммеда. Это одно из самых известных сражений Кавказской войны, благодаря поэме участвовавшего в бою поэта Михаила Лермонтова «Валерик». 6 июля 1840 года отряд Голофеева выступил из крепости Грозная, разоряя чеченские аулы на равнине. Горцы не предпринимали никаких решительных действий, однако постоянные перестрелки изнуряли солдат и вели к потерям в отряде. К 10 июля отряд дошел до селения Гихи. Дальнейший путь лежал к селению Ачхой, дорога к которому вела через Гихинский лес и пересекала речку Валерик. Повстанцы, по-видимому, предполагали такое направление движения царского отряда, поэтому на берегах речки Валерик ими заранее были сооружены засеки и завалы. 11 июля отряд Голофеева выдвинулся из деревни Гихи по направлению к речке Валерик, где произошло сражение. По некоторым данным, в бою с обеих сторон участвовали более 8 тысяч человек, а потери каждой стороны составили по несколько сотен человек убитыми и ранеными. Однако точных данных нет. 6 июля 1851 года Лев Николаевич Толстой переехал в укрепление Староюртовское. Молодой офицер царской армии Толстой и жители селения Староюрт-Садо Месербиев и Балта-Исаев стали кунаками. Рассказывают предания о том, как однажды Садо узнал, что Толстой попал в беду, проиграл в карты огромную сумму однополчанину Кнорингу. Неуплата долга грозила бесчестием, что для офицера считалось хуже смерти. Не найдя другого выхода, Толстой намеревался продать родовое имение Ясная Поляна. Но этого делать не пришлось. Спас ситуацию Садо Месербиев, который отыграл весь карточный долг Толстого. Своей радостью по этому поводу писатель тут же поделился в письме с родными. В Чечню Толстой прибыл в апреле 1951 года и пробыл здесь до 1854. Память о пребывании великого русского писателя в Чечне его именем в советское время назвали, в частности, населенный пункт Толстоюрт. Летом 1906 года, ввиду того, что Первая Государственная Дума оказалась недостаточно послушной, царское правительство разогнало ее и объявило о своем решении созвать Вторую Государственную Думу. Депутатом как Первой, так и Второй Думы Атерской области стал чеченец Таштемир Эльдарханов. Первая Дума проработала 72 дня. Обсуждались два проекта по аграрному вопросу. Всего было 4 созыва Государственной Думы. Известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель Таштемир Эльдарханов после распуска Думы возвращается в Грозный, но власти запрещают ему преподавание в школах Терской области, и он уезжает в Баку, где работает в области просвещения вплоть до февральской революции. После окончания гражданской войны Эльдарханов избирается председателем революционного комитета Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдарханов работал также председателем Национального совета в краевом исполкоме Ростова-на-Дону. В 1929 году он вернулся в Чечню, где занимал ответственный пост в Грознефти. В 1921 году декретом Центрального исполнительного комитета РСФСР была создана автономная Горская социалистическая республика со столицей во Владикавказе. В состав республики входило 6 административных округов, в том числе Ингушский и Осетинский. Чуть позже, 7 июля 1924 года, постановлением все того же ВЦИК об образовании Ингушской автономной области в составе РСФСР с выводом из состава Горской республики создается Ингушская область. Параллельно создается и Северо-Осетинская автономная область, причем административные центры двух областей располагаются во Владикавказе. Ингушская автономная область просуществовала лишь 10 лет, но за эти годы были достигнуты значительные успехи во всех сферах жизнедеятельности. Чуть позже, постановлением ВЦИК РСФСР в 1933 году Владикавказ был передан Северной Осетии, а в 1934 году была образована Объединенная Чечено-Ингушская автономная область, затем Чечено-Ингушская СССР. Чуть позже, постановлением ВЦИК РСФСР в 1933 году Владикавказ был передан Северной Осетии, а в 1934 году была образована Объединенная Чечено-Ингушская автономная область, затем Чечено-Ингушская ССР со столицей в городе Грозном. Хамзат Ибрагимов – ученый, профессор, доктор химических наук, академик Российской академии естественных наук. Хамзат Ибрагимов родился 11 июля 1934 года в селении Шали, ЧССР. Высшее образование получил на физико-математическом факультете Чечено-Ингушского педагогического института. В 1964 году окончил аспирантуру физического факультета МГУ имени Ломоносова. Научно-исследовательскую работу Ибрагимов успешно сочетал с организаторской деятельностью в различных областях науки в Чеченской Республике.
Республики. С 1967 по 70-е годы он работал заведующим кафедрой физики, затем проректором по научной работе сначала пединститута, а с 1972 по 1987 годы Чечено-Ингушского университета. В 1993 году основал и возглавил Академию наук Чеченской Республики. Его усилиями в 1999 году был создан комплексный научно-исследовательский институт Российской академии наук в Грозном, директором которого он был избран в 2002 году. Хамзат Ибрагимов был депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, 15 лет возглавлял Чечено-Ингушское отделение общества советско-венгерской дружбы. Итог многолетней педагогической и организаторской работы профессора Ибрагимова – целое поколение молодых чеченских ученых, которым он дал путевку в жизнь. Хамзат Ибрагимов скончался в 2006 году на 72-м году жизни. Известный чеченский экономист и писатель Канта Ибрагимов родился в 1960 году в семье ученого-химика Хамзата Ибрагимова. Свою трудовую деятельность Канта Ибрагимов начал в совхозе Джалка Шалинского района ЧССР. Отслужив в армии, он окончил Чечено-Ингушский государственный университет, затем аспирантуру и докторантуру Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Ныне Канта Ибрагимов – доктор экономических наук, профессор Чеченского государственного университета, академик Академии наук Чеченской Республики. Он имеет многочисленные научные и учебно-методические работы, в том числе и 3 монографии. Последние 20 лет Канта Ибрагимов активно занимался литературной деятельностью. Его перу принадлежат, например, такие известные романы, как «Седой Кавказ», «Учитель истории», «Сказка Востока», «Дом проблем», «Детский мир» и другие. В 2004 году Канте Ибрагимову была вручена ежегодная государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства за роман «Прошедшие войны». А в текущем году его роман «Детский мир» номинирован на соискание Нобелевской премии. Стоит отметить, что писатель полон творческих замыслов. Сейчас Канта Ибрагимов работает над очередным романом о жизни и творческой деятельности чеченского художника Петра Захарова. В начале 90-х обозначились первые серьезные кризисные проявления в существовавшей системе государственного устройства СССР. Национальные отношения стали одним из сложнейших вопросов становления российской государственности. В июле 1991 года Второй съезд Общенационального конгресса чеченского народа заявил, что Чеченская республика не входит в состав ни Советского Союза, ни РСФСР. Чуть раньше, в ноябре 1990 года, на Первом съезде Общенационального конгресса чеченского народа была принята декларация о государственном суверенитете Чеченской Республики. Вскоре под давлением ОКЧН Верховный Совет Чечено-Ингушетии принял данную горе-декларацию, которая в конечном итоге и явилась предтечей 2 военных кампаний в Чеченской Республике.